Есть такое понятие «дух места». Оно очень важно, особенно в туризме. Оно часто неосязаемо, да, то есть его можно выразить в каком-то дизайне, его можно выразить в инфраструктуре, в каких-то элементах, которые видят люди. Но чаще всего этот дух места передается невербальным образом, да, это то, как люди разговаривают, как они вас встречают, что они вам показывают, что они вам не показывают, да, это тоже очень важно, то, что мы не хотим показывать, мы должны подумать, чтобы этого никто не видел, это нормальная практика. Мы, например, маршруты выстраиваем таким образом, чтобы они задели минимально какие-то критически важные места в заповеднике. Это не потому, что мы не хотим показать самую красоту, но наш критерий – это благополучие природы, да, ее охрана. И из этого критерия мы выстраиваем всю логистику. У нас есть несколько маршрутов, которые не по этой логике, но они там с советских времен существуют, и для нас сейчас это проблема, потому что мы стоим перед выбором закрыть эту историю, да, совсем, и вызвать недовольство людей, или придумывать, как, все-таки, чтобы они там ходили, но наносили минимальный вред. Вот чтобы этого не происходило, если вы задумаетесь о том, что такое дух места до того, как вы создаете что-то, то это вам поможет.